Hürmetli тамашачылар, берничә минуттан тамаша башлана. Сездән барлык мобиль элемтә чараларын сүндереп куюыгызны һәм залда торып йөрүне туктатуыгызны сорыйбыз. Кәефләр күтәренке булсын. Уважаемые зрители, прозвучал третий звонок. Приглашаем вас в зрительный зал. Пожалуйста, отключите свои мобильные телефоны. Приятного вам просмотра. Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в гостях у Казанской городской филармонии. Сегодня в этом зале собрались любители прекрасной музыки, кино. Все мы любим смотреть фильмы, но многие могут не знать, что музыкальное сопровождение играет в восприятии фильма не меньшую роль, чем игра актеров. Кинематография смогла объединить почти всевозможные виды искусства: театр, живопись, литература, поэзия и многое другое. Но музыка способна сделать много больше, раскрыть для зрителя скрытый смысл картины и передать настроение. Музыка должна делать фильм запоминающимся. Традиция использовать музыку в фильмах появилась еще со времен немого кино, когда трансляция сопровождалась игрой пианиста в зале. Потом появились фильмы со звуком, и музыка стала обычным явлением. Сегодня мелодия за кадром вплетается в наши переживания, чтобы у нас, зрителей, бежали мурашки по телу или текли слезы по щекам. Подводя итоги, можно сказать, что нет в мире ни одного великого фильма без достойной музыки.
Любимые фильмы мы пересматриваем десятки раз, а хорошие саундтреки слушаем сотни, а то и тысячи раз. Весь вечер на сцене оркестр народных инструментов «Казан-Нуре», художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Республики Татарстан Расим Ильясов. Февраля 1972 года на советские телеэкраны вышел многосерийный фильм «Тени исчезают в полдень». Картина сразу завоевала популярность во многом из-за простого жизненного сюжета, описанного в одноименном романе Анатолия Иванова. «Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя Россию, единственный зову». Очень теплая, нежная композиция о России. Строки поэта Игоря Шаферана зазвучали из уст Екатерины Шавриной за кадром многосерийного фильма «Тени исчезают в полдень». На сцене народная артистка Республики Татарстан Алина Шарибжанова и заслуженная артистка Республики Татарстан Марина Карпова. Гляжу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Лечу в озера синие, в полях ромашки рву, зову тебя, Россию, единственной зову. Не знаю счастья большего, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Красу твою не старили ни годы, ни беда. Иванами да Марьями гордилась ты всегда. Не все вернулись соколы, кто жив, а кто убит, но слава их высокая тебе принадлежит.
Шариджанова и Марина Карпова. «Судьба» — это известный многим с детства советский фильм 1977 года, созданный режиссером Евгением Матвеевым по мотивам одноименного романа Петра Проскурина. В фильме «Судьба» повествуется о начале Великой Отечественной войны. Для всей нашей огромной страны наступают тяжелые и сложные времена. Люди спешат спасти страну и уходят на фронт. Активист Захар Дерюгин, безусловно, не исключение. Его ожидает множество опасностей и других передряг. Он попадает в плен к немцам, а потом совершает дерзкий и практически невозможный побег. Дома Захара ждет не только верная жена, но и тайная поздняя любовь. В фильме звучит потрясающая песня «Эхо любви». Многие знают эту чудесную песню в исполнении Анны Герман. Слова к ней написал Роберт Рождественский, музыку Евгений Птичкин. Песня сразу потрясла всех, кто ее слышал. Не зря она вышла в финал песни года 1977. Певица исполнила ее на фестивале вместе со Львом Лещенко. А сегодня, спустя 45 лет, мы услышим ее в исполнении народного артиста Республики Татарстан, заслуженного артиста Республики Башкортостан Рустема Асаева и несравненной Ясмин. Покроется небо пылинками звезд, и выкнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Мы эхо, мы друг друга. Мы долгое эхо друг друга. Где бы тебя, где бы ты ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не останемся мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Мы память, мы память, мы звездная память друг друга. Эхо, Мы
выступает Ясмин. Сценарий фильма «Весна» был написан по мотивам музыкального спектакля «Звезда экрана», который с успехом шел на сцене московского мюзик-холла. Режиссер Григорий Александров закончил его 20 июня 1941 года, за 2 дня до начала войны. Вернувшись к работе через 6 лет, режиссер понял, что за это время сценарий устарел и надо писать все заново. Профессию главной героини меняли 8 раз, пока ученый Петр Капица не посоветовал режиссеру занять героиню изучением солнечной энергии. «Весна» была одним из первых советских фильмов со спецэффектами. Профессору Никитиной предстояло встретиться со своим двойником. На роль профессора Никитиной и актрисы Шатровой режиссер взял свою жену и музу Любовь Орлову. Музыкальная комедия вышла в прокат летом 1947 года. В том же году «Весна» участвовала в программе возрожденного Венецианского кинофестиваля и получила приз за лучший сценарий. Награда за лучшую женскую роль по праву досталась Любовь Орловой. Для вас звучит заздравная музыка Исаака Дунаевского, слова Василия Лебедева-Кумача. На сцене заслуженная артистка Республики Татарстан Гульшат Имамиева. Спасибо. «Что так сердце растревожено» или «Романс Лапина» – популярная песня композитора Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского. Она была написана для кинофильма «Верные друзья» режиссера Михаила Колотозова, вышедшего на экраны 70 лет назад. В фильме рассказывается о 3 друзьях, которые в детстве мечтали отправиться в путешествие по реке на плоту, а через 3 десятилетия решили реализовать свою детскую мечту.
Во время путешествия, когда мимо их плота проплывает большой теплоход, Лапину кажется, что на его палубе стоит давно им любимая и любящая его женщина, с которой он расстался несколько лет назад. Полагая, что ее образ ему почудился, он исполняет под гитару романс «Что так сердце растревожено». На сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов Амир Ахмадишин. Что так сердце растревожено, словно ветром тронуло струну, о любви нема песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. О любви нема песен сложено. Я спою тебе, спою еще одну. По дорожке, где не раз ходили оба мы, я брожу, мечтая и любя. Даже солнце светит по-особому. С той минуты, как увидел я тебя. С той минуты, как увидел я тебя, все преграды я смогу пройти без робости. В спор вступлю с невзгодою любой. Укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой. Укажи мне только лишь на глобусе место скорого свидания с тобой. Посажу я на земле сады весенние, зашумят они по всей стране. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. А когда придет пора цветения, пусть они тебе расскажут обо мне. Что так сердце растревожено.